Талай Сарбагишев уже 10 лет выращивает картофель. Последние 3 года, рассказывает он, испытывает сложности при реализации урожая. В 2018 году по совету Минсельхоза он посадил картофель на 10 гектарах земли. Однако уже осенью около 40 тонн урожая ему пришлось выбрасывать. Спрос на рынке резко упал, а картофель на складах начал гнить. В прошлом году картофель по оптовой цене стоил 5-6 сом за килограмм. Эту цену установили перекупщики. Пришлось согласиться, так как мы не могли продать свой товар. Несколько лет тому назад эту культуру мы сажали только на 5 гектарах. Решил с братом рискнуть, чтобы получить хороший урожай, и потерпели убытки. На нашей земле плохо растет зерновая культура. Каждый год приходится сажать одно и то же. Другого выхода нет. Сегодня на складе у фермера Талая Сарбагышева хранится свыше 80 тонн картофеля. Сейчас, с приходом весны, овощи начали портиться, поэтому фермеру приходится нанимать рабочих и сортировать испорченный картофель, из-за чего он несет дополнительный убыток. В прошлом году фермер собрал около 100 тонн урожая. Начиная с осени по сегодняшний день он успел собрать около 20 тонн. Цена на картошку начала подниматься только в этом месяце. И то, по сравнению с прошлым годом, цена выросла на 3 сома. Фермер предполагает, что цену повысили только из-за того, что картошку начали экспортировать в Узбекистан. Сегодня на рынке килограмм картошки стоит примерно 17 сомов. Это хороший сорт. Но перекупщики покупают у нас картошку по 10 сомов. 2-3 месяца назад она и вовсе стоила около 5-6 сомов. Если прекратится экспорт из Кыргызстана, то, возможно, остатки прошлогоднего урожая останутся непроданными. Картошки очень много. Министерство сельского хозяйства не может обеспечить экспорт картофеля в другие страны. Пока же мы не ощущаем прибыль. Меж тем, Минсельхоз, как пишет агентство «Спутник», советует фермерам вновь сажать картошку. Такое письмо от ведомства, как сообщается, недавно поступило в полпредства в Нарынской области. Мы получили рекомендацию Минсельхоза увеличить площади посева зерновых и картофеля. Соответственно, мы запланировали 23 тысяч гектаров засеять зерновыми культурами и 5200 гектаров картофеля. Однако от такой рекомендации в Минсельхозе не осведомлены. Говорят, что информация ложная. Мы, наоборот, рекомендуем фермерам уменьшить площади посевов картофеля и сахарной свеклы. Предлагаем им искать хорошие семена этих овощей с большой урожайностью. Информация о том, что мы рекомендуем больше сажать картошку, неправильная. В Кочкоре есть семеноводческая ассоциация, которая занимается продажей семян. Наверное, специалисты этой компании призывают фермеров закупать семена картофеля. В этом году специалисты Минсельхоза советуют фермерам увеличить площади посева сои, нута и чечевицы. Продать бобовые по хорошей цене, говорят, будет легче. Соя, нут и чечевица – это прибыльный товар. Его можно в любом случае продать. Фермерам было предложено сделать упор именно на эти виды сельскохозяйственных культур. Ежегодно мы получаем около 600-650 тонн пшеницы. Но нашей стране нужно свыше 1 миллиона тонн. Нам приходится завозить муку из России и Казахстана. Сегодня наша главная политика – это повышение урожайности зерна. Также рекомендуем кормовые культуры, так как с каждым годом поголовье скота увеличивается. Напомним, в связи с угрозой коронавируса в Кабмине по поручению президента создан антикризисный штаб. Мы решили узнать у Джаныбека Керималиева, вносит ли Минсельхоз изменения в посевные планы, и вот какой ответ мы получили. Не дай бог, это такого не случится, и давайте преждевременно не будем говорить об этом, да? Я не буду это делать. Нет, тогда что нужно сажать, чтобы полностью обеспечить? Айтолкун Сулпуева, Турган Ниязов, НТС.